Бука. 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 Why not? Почему бы и нет? Все? Да. Начинаем? Давай. Здравствуйте, дорогие зрители веб-сайта Туркменпортал. Сегодня у нас в гостях боец смешанных единоборств из Туркменистана Довлетжан Яхшимуратов, который буквально на днях вернулся с очередной 4-й победой в своей профессиональной карьере и дебютной в турнире PFL. Довлетжан, здравствуй. Мы очень рады приветствовать тебя и поздравляем тебя с этой победой очередной. Мы всегда следим за твоими успехами и гордимся результатами. Расскажи, пожалуйста, каково это возвращаться на родину победителем? Во-первых, здравствуйте. Спасибо всем за поздравления. Очень приятно. На родину возвращаться очень приятно, тем более с победой. Ну, как-никак ты здесь свой. Твоя родная страна. Твоя земля, так что, ну, здесь не описать просто словами. Ты сказал, что вернулся на родину буквально ненадолго, и что на следующей неделе ты уже возвращаешься в Америку, готовиться к следующему бою. Расскажи о нем, кто твой соперник? Соперник пока у нас неизвестно, но у нас следующий бой будет через 2 месяца. Ну, будет из тех людей, кто был вот в Гран-при. У нас опять там жеребьевка будет, поставить кого поставить. Я думаю, через месяц будет известно, с кем будем драться. А пока будем просто готовиться. Расскажи о своем пути в ММА. Как ты пришел вообще, как ты начал заниматься этим видом спорта? Я с детства любил заниматься этим спортом. Ну, не спортом, а драться любил, да. Ну и как бы с детства хотелось как-то там выступать в телевидении. Такие моменты были, детства мечты. Получилось так, что мечты сбываются. Вот так. Какие достижения в карьере ты считаешь для себя наиболее значимыми на данный момент? Я завоевал пояс, один из сильнейших лиг. Это был ACB, потом в ACA, потом защитил его. Это очень хорошая лига считается, чуть ли не вторая в мире. Можете даже там, не знаю, может и первая. На данный момент я дерусь в американских лигах, то есть дрался Беллатор. Так как Беллатор потом выкупил ПФЛ, меня перекинули на ПФЛ, на Гран-при. Достижения, какие для меня важны являются, каждый бой это новое достижение, вот так я скажу. Каждый бой новый опыт. Новое достижение. По лестницам идем. Вот твой дебют в лиге PFL был очень успешным. Чего тебе стоило добиться такого результата? Пахота, работа. Я 3 месяца уже как уехал, и 3 месяца в лагере был. Работал день и ночь, можно сказать, утром, вечером тренировались по 5-6 часов в день. Соблюдали диету, ну, чисто в режиме битвы, да, было. Это стоило больших трудов, больших нервов. Это же не только физический труд, это как бы и психологически тоже, духовно. Ну, пришлось справиться со всеми. И с болезнями, конечно, там периодами тоже иммунитет ослабевает, болеешь. То есть трудолюбие и целеустремленность – это все-таки главное в этом виде спорта? Или все-таки есть место призванию и таланту? В этом виде спорта главная дисциплина. Естественно, талант и призвание тоже есть. Ну, самое главное это, я думаю, все должно быть от Всевышнего. Это я не могу объяснить, почему, какое здесь важно. Но главное это дисциплина. Что ты можешь сказать о конкуренции и уровне бойцов в лиге PFL? В лиге PFL. Я не знаю почему, но каждый раз, когда я в новую лигу иду и там Гран-при проходит, там все топы всегда дерутся. В прошлый раз тоже в Беллаторе так пришлось. Сразу меня там закинули в космос. Хотя были моменты, что у меня что-то не доработал. Ну, всем. В этот раз тоже в ПФЛ, Гран-при, все теперь там монстры, блин. Ну, я тоже не слабый, скажем так. Ну, конкуренция очень сильная, а это топы мира. Топ. Как ты справляешься с этим давлением перед поединками?
Давление такого не бывает. Давление основное будет... главное давление для меня это, конечно, неправильно будет, но если, скажем, искренне, у любого там бойца из СНГ, если проиграешь, что скажут дома? Вот это главное. Да, вот это главное, это и главная проблема. Человек должен убрать все это с головы. Не нужно, чтобы думали, думать, да, что подумают. Потому что, о чем могут люди подумать? Каждый по-своему. Кто понимает, скажет, это спорт. Кто не понимает, да, он такой. А кто-то скажет, ему повезло. Тоже людям не угодишь. И никогда не получается людям всем угождать. Так что надо делать то, что ты умеешь, и довольствоваться результатом. Да, получилось. Хорошо, не получилось, но надо работать, но не унывать. Кому ты посвящаешь свои победы на ринге? Каждый бой все по-разному посвящаешь. Не знаю, какой именно бой? Допустим, последний. Последний дяде своему посвятил, потому что, реально он сейчас болеет, ему это надо. Какие планы на ближайшее будущее в карьере бойца ММА? Сейчас выиграть надо этот гран-при, этот сезон, забрать пояс. Потом еще один бой надо сделать. И все. Потом посмотрим, как обстоятельства будут. Если мне захочется подраться, я подерусь дальше. Если не захочется, я, наверное, оставлю это дело. Потому что надо же уже о семье подумать, работать. Как раз таки об этом вопрос, что мотивирует тебя продолжать тренироваться и на таком высоком уровне в свои 34 года? Я думаю, мотивации здесь уже такого нету, какого-то там раньше было. Без этого я не смогу, потому что, я не тот. Пока у меня вот это внутреннее пламя горит, огонь внутренний горит, я думаю этим заниматься. Когда уже она будет потихонечку гаснуть, тогда и придется оставлять это все. Пока она горит. И чем больше дерешь, тем больше она и горит. Так что... А пока ты продолжаешь, расскажи о своем графике тренировок и секретах поддержания формы. Секрет. График тренировок, утром, вечером у нас тренировки. Это сейчас по американской системе. Утром у нас в 11 часов, бывает иногда 10 часов, вечером 5 или 6 часов тренируемся. Часовое время. Не время тренировок, а часовое время. И смотря какие дни. Понедельник у нас борцовский день, вторник это у нас ударная, там спарринговая. В среду у нас чисто такая лайтовская, четверг опять спарринги, уже маленьких площадках. Пятницу у нас еще микс, в субботу чисто кроссфит и в воскресенье отдыхаем. А есть ли у тебя какие-то хобби вообще, помимо тренировок, как ты восстанавливаешься и отдыхаешь после напряженной тренировки? Есть хобби, конечно, но во время подготовки этому времени не получается уделять, потому что времени восстановиться надо, отдохнуть. А так есть хобби. Я люблю отдых экстремальный, не пассивный. Экстремальный отдых мне нравится. Опять-таки потусить с друзьями, близкими. Кому или чему ты благодарен больше всего за то, что достиг таких высот в своей карьере? В первую очередь благодарен, конечно, Всевышнему. Во-вторых, конечно, родителям. Есть люди, которым нужно благодарить, потому что были трудные моменты в жизни, в карьере, когда именно она приходилось останавливаться. Волей случая выходили люди, которые помогали. Я полностью в спорт ушел, и ровно через год я пояс принес. Ровно через год я первый пояс принес, еще через полгода второй принес, еще через год потом третий принес. То есть, ты понимаешь, вот это одно слово человека мне помогло в жизни. Достичь не только кого-то цели, нет, достичь именно моих целей, вот так скажем. Спортсмен в первую очередь, наверное, для себя он все делает. Хочет результатов достичь, а потом, чтобы его признали. Но тем не менее, ты всегда во всех интервью благодаришь Родину, благодаришь президента, всегда выступаешь с флагом. Это же, смотри, это же уже, это уже патриотизм
патриотизм называть, потому что я люблю свою страну. Мне нравится во многих странах. Каким мы звездами не были, каким мы не были таким красавчиком, богатыми людьми, бедными людьми, ну, известными, да? Ну, какое у нас окружение бы, в какой стране было бы, не было бы сильной, пойми, мы для них всегда будем чужими. Нельзя обменять то, что бесценно. Да, многие говорят, почему ты там, у тебя вот такие предложения были, почему ты не выступал там? А смысл? Я просто не понимаю, для меня ценное другое просто. Вот изначально я где-то слышала, ты говорил, что вообще благодаря бабушке ты начал заниматься этим видом спорта. Скажи об этом. Благодаря бабушке я начал открыто заниматься. Что значит открыто? У меня отец такой человек, он не разрешал никогда выступать. Он даже, когда я в школе дрался, он меня наказывал, потому что он даже на спорт меня не пускал, я там потихоря ходил. Ну, я так думал. Почему у него была такая позиция? Ну, у него позиция была, что удар в голову будешь получать, дураком станешь, там, туда-сюда. Ну, отец, родители. Хотел тебя более в интеллектуальное русло направить, может быть? Я думаю, родители большинство волновались, что опасный вид спорта. И я как бы прятался, выступал. Потом отцу я попросил, он сказал нет, ну пришлось выйти туда, к бабушке, попросить его. И я. Женская мудрость сыграла свою роль. Она же такая, она же может бабушка все. Ну, если тебе сейчас придет там, ты своему сыну скажешь, что он нет, скажет. Сказал, да, 30 лет давай. Ну, потом я уже начал больше свободно. Я же говорю, много было преград в пути. И эти же преграды, наверное, закалили меня. Ты сам отец. Какие принципы ты стараешься привить своим детям? Ну, в первую очередь, надо быть честными с самим собой. Во-вторых, у каждого человека должна быть жизненная кредо. Ну, какое-то. Я думаю, надо быть честь и достоинство превыше всего вот так. Вот мое кредо на такое. А дети, дочки по-другому, сын по-другому. Ну, любой отец хочет, чтобы сын стал таким же, каким он. Но это никогда не бывает так. Ну, отчасти, много не бывает так. Большинство, все пацаны идут к линии матери. Ты бы сам лично хотел бы, чтобы твой сын шел по твоему пути? Ну, как я спортсмен, да. Я бы хотел бы, но я понимаю, что этого не будет. Ну, там посмотрим, как Бог даст. Какой совет ты бы дал мужчинам по воспитанию сыновей? Это вопрос сложный для меня. Какой совет? Сложно. Ты достаточно времени проводишь с детьми. Ты как Вот приехал, именно сразу отправился домой. Я знаю, недостаточно, семье. я все время в этом бываю. Наверное, большинство воспитания дети получают от мамы, наверное. Потому что я то воспитание пока не могу дать. Потому что я все время вот туда-сюда бегаю. Я с ними могу играть. Сколько ему лет? Он только маленький? 8. 8 это уже достаточно такой возраст, когда нужно мужское плечо и воспитание именно мужчины, чтобы показать вот этот стержень. Не, я стараюсь быть рядом. Вот я приехал чисто, чтобы на неделю, чисто, чтобы с ним побыть. Пришлось так. Потому что я мог бы и недели не приходить, но мне реально было его увидеть, посмотреть, как он, что он, какой. Ну, за 3 месяца он очень хорошо поменялся. Стоит ли, по твоему мнению, людям идти в ММА исключительно ради денег, или это все-таки должно быть призванием? Нет, ради денег нет. Там денег нет. Допустим, у тебя есть миллион. Ну. Расскажи о своих эмоциях. И что? В настоящем времени. Куда ты потратишь эти деньги? И что она есть? То есть деньги для тебя ничего в этой жизни? Я хочу показать всему миру, что у нас в стране есть такие спортсмены, которые любого из них вынесут. Любого из них. Что ты можешь посоветовать бойцам, которые только начинают свой путь в ММА? Смотря какие у них цели. Исходя из личного опыта, твои советы. Понимаешь, у меня
со временем менялись что-то в жизни. У меня много чего менялось. Я же говорю, кто-то ломается, кто-то нет. Есть ребята сильно достойные, были у меня ученики. Хорошо, вопрос такой. Какие качества характера ты считаешь самыми важными для бойца ММА? Целеустремленность. Если бы у тебя была возможность что-то изменить в жизни, что бы это было? Ничего. Я в прошлый раз тоже говорил, я бы ничего не менял в жизни. Ты нам еще ничего не говоришь. Ну, я другое место говорю. Я тебе скажу так. Я в жизни ничего не менял. Потому что на сегодняшний момент тем, кем я являюсь, это сделали все методы проб и ошибок меня таким. Давай поговорим немного про твою актерскую карьеру. А, Как ты попал в актерский состав этого исторического сериала? опять-таки, надо просить Бога. Твои мечты сбываются. Ты хотел? Конечно. Действительно Я не правда. только хотел, я еще говорил. И тогда все смеялись. Да нет, ты что, это тогда еще Эртугрул был. Я хотел, я говорю, я скоро буду там сниматься. Я говорю. И там, да нет, Давлет говорит, ну там ребята говорили, да когда, туда-сюда. Я говорю, посмотрим. И понимаешь, я думаю, просить Бога надо об этом, чтобы твои мечты сбывались. Ты сам не поймешь, когда это все случается. Скажи, неужели? У меня все это была мечта. Я в детстве вот так сидел, лежал на коленке маме на топчане. Я говорю, блин, мам, вот увидишь, скоро я в телевидении буду показывать, меня в телевизоре, говорю. Вот, ну, вот такие мечты были детские, вот именно на небо смотрел и с мамой общался. Почему я говорю? Все сыновья вообще приближенные к матери, да? Мама мой лучший друг был. Мама тебя поддерживала в этом? Всегда. И сейчас тоже. Ну, она, конечно, волнуется, но мать-то. Я думаю, все мечты сбываются. Я же говорю, иногда боишься даже мечтать, потому что забывается. Реально она забывается. Просто идти надо к цели. Rasскажи о своей роли Балабана, как ты вживался в эту роль. Сложно было? Балабана. Balaban. Şimdi Yenişehir'e varasın. Правильно я сказала? Ну, главное не балабол. Скажи, как правильно. Правильно. Были первоначально вот эти разговорные проблемы. А так, играть роль военачальника какого-то, ну, проще. Тем более это, не знаю, не было сложно. Сложно было ожидание, ждать дубли. А так выживаться в роль вообще легко. С какими трудностями ты столкнулся на съемке? Языковые мы, Единственное. да. А как без знания языка ты играл эту роль? Импровизировал. Импровизация всегда она помогает. Главное, я же говорю, главное не останавливаться. Есть люди, которые что-то не получается, ну, делают стоп. Ай, у меня не получится. Нет. Хотя смеялись, кто-то может смеяться или кто-то. Даже вот сейчас у меня как с английским. Год тому назад там ха-ха было, а сейчас еще я сам удивился, уже интервью по-английскому более-менее даю. То есть я не стесняюсь ошибаться. Я делаю свое дело, и она мне помогает. То есть это та сфера, которую ты бы хотел продолжить. Например, если ты закончишь уже спорт, ты бы хотел продолжить себя в карьере актера. Не хочу что-то заранее говорить. Если получится, почему бы нет? Я благодарю тебя за эту содержательную, интересную беседу. Мы всей командой Туркменпортал желаем тебе больших побед в предстоящих поединках. Возвращайся с победой. Спасибо. Ты гордость страны. Желаю тебе, чтобы удача тебе сопутствовала. Спасибо большое. Да, до свидания всем. Кстати, сегодняшняя наша съемка проходит в магазине Давлета, который открылся совсем недавно. Это магазин Бука, магазин спортивной одежды, который находится в торговом центре Аркач. Мы тебя поздравляем с открытием Спасибо этого большое. магазина. Если хочешь, можешь завершить как-то какими-то напутственными словами наше интервью. Ну, в первую очередь хочется поблагодарить нашего национального лидера и уважаемого президента за вклад в большой спорт. Без этих вкладов, без этих возможностей, я думаю, этих целей мы не добились бы. Спасибо большое. И хочется сказать нашим спортсменам, ну, фанатам, кто болеет этим спортом, кто именно хочет этим выступать. Главное, ребята, не сдавайтесь, идите к цели. Преграды всегда будут. Главное, не отпускать руки, идти вперед. И, как говорится, газ! Все. Хочется похлопать.
Ну и мы, конечно, не отпустим тебя без подарков. А. В первую очередь, это вот такой вот презент от команды Туркмен Портал. О, Благодарим спасибо тебя большое. за это интервью. Спасибо. В сжатые сроки, но ты все-таки выделил для нас время. Спасибо. Дальше подарки от наших спонсоров. Это Боссан, Ух. это Юпекчи. А посмотреть можно? Да, конечно. Вау. Юпекчи. Спасибо. Это у нас подарки от Ширьяна. М. Сладкое ешь. Я сладкоежка, да? Катмер. Сладкие подарки пошли. И вот такой вот торт от Спасибо. Зият. Вау. Нормально я, короче, вес набираю. Ух, тяжелый, нормально. Спасибо. Спасибо за подарки. Отлично. Благодарю еще раз за это интервью. Удачи тебе, успехов. Я, походу, это с Айнашкой поделюсь, она же похудела. Нет, не сбивай ее с пути истинного, пожалуйста.